Современные танцы имеют массу направлений, сложно произносимых для дилетанта названий. При этом для людей, которые живут этим видом искусства, каждое течение имеет свою глубокую философию. Современные танцы – будущее танцевального движения или временное явление? Так звучит тема нашей сегодняшней программы. И обсуждаем мы ее, конечно же, в преддверии Международного дня танца. Это молодежное ток-шоу «Есть мнение», его ведущие Павел Пчелкин и Екатерина Чапорук. Здравствуйте. Когда человек занимается искусством, это человек какой-то более возвышенный, он какой-то более культурный, он эстетически воспитан. Вся тут система в контроле мышц, контроле тела. Мы тем интересны друг другу от того, что мы очень-очень разные. Танец способен преодолевать все этнические, культурные и политические границы. Он объединяет людей во имя мира и дружбы, ведь именно танец позволяет жителям разных стран говорить на одном языке. В том числе и на языке танца мы будем сегодня общаться с нашими гостями, а точнее на нем наши гости ответят на наши многие вопросы. В общем, сегодня мы будем знакомиться с самыми популярными в нашем регионе танцевальными направлениями. Сегодня у нас в гостях Александр Натаров, директор и хореограф студии современного танца «Let Go». Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, современный танец. Какие стили входят в это понятие? Самые интересные, самые современные, популярные направления? Рассказывайте. Ну, во-первых, сразу скажу, что, чтобы зритель не путался, современный танец, да, и современная хореография. Под современной хореографией подразумеваются такие направления, как contemporary, модерн, да, и современный танец как общее название. Сюда входит и стрит-дэнс. И стрит-дэнс подразделяется на множество отдельных подстилей, скажем так. Ну, сейчас перечислю самые основные. Естественно, это хип-хоп, то, что сейчас актуально. У молодежи очень востребовано, причем не только у молодежи, но и у, скажем так, у шоу-бизнеса, да. Это джаз-фанк, молодое направление, недавно зародилось, которое тоже, можно так сказать, связано с хип-хопом, да, непосредственно. Я потом позже расскажу, каким образом, да. Это электрик-буги, танец робота. Все помнят Майкла Джексона, что он вытворял на сцене. У него, конечно, был микс там из того направления, из того, ну, скажем так, робот, электрик-буги, да. Дальше можно причислить к этому всему еще паппинг, локинг, этим занимается брейк-дэнс, на сегодня очень популярен. Вот. Ну, в общем-то, основное вот я вам сейчас перечислю. Короче, самое важное, что отсюда стоит взять, то, что мне, как простому обывателю, который хип-хоп может отличить только от вальса, никаким образом отличить одно танцевальное направление от другого фактически, наверное, нереально. Или же все-таки есть какие-то вот конкретные четкие особенности? Нет, у каждого стиля есть свои четкие особенности. И ну так, чтобы для стандарта, для меня популярно. Самое популярное. Ну, самое популярное и у всех на слуху это хип-хоп. Вот. Хип-хоп зародился в Америке, в Соединенных Штатах. Естественно, это, как и все направления, изначально танец был социальный, да? То бишь все это зарождалось на улицах, в клубах. Отличительной особенностью хип-хопа, раз это социальный танец, да, клубы, это грув. Грув, скажем, на нашем языке переведем, кач. Это определенное движение корпусом. Есть несколько разновидностей. Могу прямо сейчас немножко продемонстрировать, если думаю, хотите. Мы совсем скоро уже увидим в целиком. Там будет хореография. Могу вот буквально... Ну, давайте. 2-3, да. То бишь отличительная особенность хип-хопа — это, конечно, грув. И вот если в клубе люди танцуют, да, то в первую очередь должен быть грув, да. Люди приходили в клуб и просто могли качать, да. Вот у меня корпус работает, коленки сгибаются, грув, да. Без этого хип-хоп не существует. То бишь это вот основа всего. Есть много разновидностей грува. И вот это отличает хип-хоп от, скажем, просто набора движений, аэробики или там танец с шуршалками на подтанцовке у хоккеистов, к примеру, да. То бишь должен видеть, в хип-хопе сразу прослеживается вот этот грув и вот эта манера. Вот. Ну, в хореографии, которую мы подготовили, зритель сможет это, надеюсь, прочитать и увидеть. Ну что, может быть, мы тогда прямо сейчас и посмотрим? Конечно. All y'all
mall is all. If you could floss Rolex or Audemars, on the arm and the mouth shining all of y'all. Can you feel it? Hey, hey. Do you want more? Hey, hey. Till your back sore? Hey, hey. So let's go. Let's go. All y'all niggas wanna get like me. Surrounded by bitches that look like these. You know it, you know it, you know it, you know it. All my niggas be blowing on trees. Hands so sick, so they throwing up keys. You know it, you know it, you know it, you know it. I'm the shiz naive. You should follow my example, bitch. Следующее направление. Так, следующее направление, которое очень рядом с хип-хопом, которое вышло из него, это стрит-джаз. Основное отличие от того, что мы только что увидели. Уличный джаз. Уличный джаз отличается от хип-хопа тем, что там уже более мелкие движения могут быть, более точные. Могут быть уже добавлены глайды, скольжения ногами, вот как Майкл Джексон делал. А если там грув? Там уже грув не обязателен, и, как правило, вот если мы сейчас будем, если посмотреть на тех хореографов всемирно известных, которые диктуют моду, да, то, как правило, в стрит-джазе идет больше точных движений каких-то, работа ног, ручки там, пальцем показать куда-то, чистенько сделать ногами, грудной клеткой что-то. Такие более точные, резкие движения. Изолированные где-то в какой-то степени, но нет такого, что как там покачать в клубе, да, на расслабоне. Нет. Все-таки в стрит-джазе главная характерность – это точность, изолированность и более мелкие движения по сравнению с хип-хопом, где может быть все размашисто. Вот, понимаете? Быть может, ребятам не будем давать терять ритм, темп и что-нибудь здесь посмотрим. Продолжают, да. Говорят они совершенно на другом языке. Будем смотреть. Да, давайте посмотрим. Давай. You're now tuning into We Know the DJ Radio. Black rims, black body, bad girls, you should act naughty. Oh, that's your girl, I met in the lobby. If you in my section, baby girl, you here to party. VIP, you know it, boy. Make a milli at the show just to throw it, boy. Said this goes out to all the haters. I'm with Young Tunchi kicking it with pro skaters. Oh my goodness. Why you wearing two rollies? I got time and I got money and I got girls, like it's not funny. Honey, what you want from me? Come on, honey. Третье направление, наверное, расскажем о танце. Сейчас в простонародье у нас в Беларуси ходит название дабстеп, да? Но хотя, наверное, неправильно называть это танцевальным направлением, стилем, потому что дабстеп – это музыка, это направление в музыке. И многие путают, вот музыка дабстеп, все, хочу заниматься дабстепом. Это направление музыки. Но под эту музыку танцуют, как правило, вот техника робота идет, изоляции, очень четкие изолированные движения, паппинг. Почему это направление паппинг? Потому что это резкое сокращение мышц. Вот ты двигаешься и резко замираешь, да? Денис нам это продемонстрирует. Да, резкое, скажем так, как спазм мышцы, а потом расслабление, да? Катя, я предлагаю, они могут много говорить, я предлагаю заставить Дениса все-таки показать то, что может Да, пусть Денис продемонстрирует, да. Это небольшой кусочек, потому что можно под эту музыку, еще раз говорю, двигаться по-разному. Но он в своей интерпретации продемонстрирует вот там хореографию на основе изоляции, да? Больше фристайл на изоляциях, скажем. С удовольствием посмотрим. Смотрим. Play me some Pippin, man.